Главное управление иммиграционной полиции опровергло сообщение о депортации Зинет Гуль, проживающей в Турции вместе с 2 несовершеннолетними детьми. Миграционная служба, указавшая, что ни один беженец не может быть депортирован в свою страну, если на родине его жизни угрожает опасность, сообщила, что заявка Зинет Гуль Турсун на получение долгосрочного вида на жительство была отменена, поскольку она не удовлетворяет необходимым условиям. Комментируя данную ситуацию, министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что ни один человек не будет депортирован, если есть вероятность того, что он столкнется с несправедливостью. Сойлу также опроверг информацию о выдворении студента-уйгура по имени Абду Айни. По имеющимся сведениям, отобранные для хаджа паломники из Восточного Туркестана и Китая прибыли в Саудовскую Аравию. В сообщении указывается, что число паломников, прибывших из Восточного Туркестана, составило 170 человек, из них 44 уйгура. Остальная часть паломников состоит из китайцев хань. Примечательно, что Китай, уничтожающий культурное наследие уйгуров и все, что связано с исламом в Восточном Туркестане, а также наложивший запрет на все виды поклонений, направил уйгурских паломников в священные земли. Во время 2-дневных демонстраций против закона об экстрадиции преступников в Китай, полиция Гонконга задержала по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщило издание South China Morning Post. Полиция подтвердила информацию о задержании Макса Чунга, являвшегося одним из организаторов вчерашнего протеста. С другой стороны, депутат Квок Каки, который поддержал демонстрантов, строго осудил вмешательство полиции и применение слезоточивого газа. Греческая пресса пишет о том, что, несмотря на санкции, 15 августа Турция направит на юг острова Меис судно Оруч Реис и начнет буровые работы. Обеспокоенные тем, что Турция может направить 4-е буровое судно в Восточное Средиземноморье, греческие СМИ пишут, что для проведения исследований в районе между островами Родос и Меис турецкая компания ТПАО потребовала защиты ВМФ Турции. Ожидается, что Оруч Реис завершит свою миссию в Мраморном море и в ближайшие дни направится на восток Средиземного моря. Новый британский линкор «Дункан» достиг Ормузского залива, где возникла напряженность между Англией и Ираном. Министерство обороны Англии сообщило, что принадлежащий Королевскому морскому флоту линкор «Дункан» вместе с военным крейсером «Монтрос» достиг Ормузского залива, где они совместно будут обеспечивать безопасность кораблей, проходящих через залив под английским флагом. Напомним, что 4 июля администрация автономного управления Гибралтара, подконтрольного Англии, задержала иранский танкер «Грейс-1» за нарушение эмбарго, наложенного на Сирию.